Мгм. Ладно, хорошо. Сегодня у нас практический семинар с вами по работе в сетевом городе образования для дошкольной образовательной организации. Так, у нас, значит, по поводу входа начнем. Рабочая версия системы находится по адресу giseo.ercomi.ru. По этому адресу все виды пользователей заходят, администраторы, не администраторы, все заходят на giseo.ercomi.ru. Для того, чтобы непосредственно в систему войти, существует два способа авторизации. Первый – это войти с логином и паролем сотрудника образовательной организации. То есть нам нужно выбрать свой тип дошкольное образование, конкретный садик, и логин, пароль свой ввести. Второй способ – это с помощью логина или пароля от сайта госуслуг. То есть если вы на сайте госуслуг зарегистрированы, пользуетесь им, то здесь можно ввести пароль и логин от сайта госуслуг. И также зайти в систему. Значит, вебинар у нас с вами не на рабочей базе будет, на тестовой. Ссылочку на тестовую базу для задания можно на нашем сайте kriro.ru. Так, сайте нашего института по ссылочке kriro.ru. Колесиком вниз прокручиваем, пока не увидим кнопочку GISEO «Вход в систему». И в левом меню здесь будут полезные ссылки. В самом низу вот есть две ссылочки на две тестовые базы. Одна заканчивается на 357, другая на 9898. Мы будем использовать верхнюю на 357, которая заканчивается, она более поновее. И садик мы с вами возьмем 253. Логин для входа в тестовую базу большими русскими буквами Kriro, а пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. При входе под Kriro 1, 2, 3, 4, 5, 6 логин, пароль не меняйте, пожалуйста. Заводите новых сотрудников, себя конкретно, сейчас покажу как, и под ними потом перезаходите, работайте. Так, первое, что делает администратор, когда заходит в эту систему, он проверяет в управлении, заходит в меню управления, карточка ООО, карточка образовательной организации, и проверяет все данные в этой карточке, то есть правильно ли они указаны. В том числе контактную информацию, желательно с кодом города и e-mail, с адресом. А также лицензии и аккредитации, если они у вас есть. Эти данные из карточки образовательной организации выгружаются в e-услуги, в электронную очередь. И, соответственно, когда очередь у нас в детские сады организуется, эта информация об образовательных организациях туда автоматически переходит. То есть из этой информации и список составляется, что в эту организацию можно подать заявление. И в случае каких-то вопросов управление дошкольного образования, и мы тоже, или Министерство образования, вот по этой информации, которая у вас здесь указана, телефон и e-mail, мы вас можем о чем-то позвонить или как-то с вами связаться. Первое. Второе. Значит, для администраторов
для того, чтобы работать с данными сотрудников и детей, то есть делать приказы на них, понадобится доступ в защищенном режиме. Это значит, что на вашем компьютере должны быть установлены еще две программы – VIPNet и SecretNet. Они платные, приобрести их можно в Центре информационных технологий, если у вас нету, 301-200 телефон или help@ercomi.ru. Можете набрать в Гугле или в Яндексе ЦИТ, Сыктывкар. Эти программы в соответствии с законом 152 ФЗ обеспечивают защищенный доступ к нашим с вами и родителей, и детей персональным данным. Без этих программ в систему тоже можно зайти, но если мы будем работать с сотрудниками, у нас не будет кнопочек «Добавить». Вот этой вот кнопочки «Добавить» не будет. Так, сотрудники. И если мы в сотрудника заходим, то редактировать ничего не можем. То же самое по движению воспитанников. То есть не будет кнопочки «Добавить». Не сможем мы с вами сделать приказы без защищенного доступа. Мы с вами сможем только группы создать. В обучение группы зайти и добавить можно будет, а движение воспитанников, сотрудники, воспитанники, родители поменять ничего будет нельзя. Непосредственно по работе. То есть после того, как вы зашли, проверили карточку образовательной организации, администратор переходит в управление сотрудники, в этот раздел, и заводит кнопочкой «Добавить», заводит, во-первых, себя. Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. Ставит галочку для себя администратор, указывает свой e-mail для восстановления пароля, предпочтительный способ связи e-mail. Так, галочку администратор. И если он на группе стоит, то есть ведет педагогическую деятельность, ставит также галочку воспитатель. Таким образом, сотрудников мы всех заводим, в том числе технический персонал. Логины и пароли от входа в систему им, соответственно, не выдаем, но они в системе есть. И у нас в статистической отчетности общая численность сотрудников организации в этом отчете будет правильно отражаться. Второе. Переходим в расписание помещения. Скорее всего, это вы делаете один раз, и, скорее всего, у вас здесь уже что-то забито. То есть здесь мы с вами указываем все помещения, в которых у нас дети занимаются. Вот галочка «Учебное помещение», то есть кнопочкой «Добавить». Указываем ответственный, это вроде завхоза. Вот таким образом добавляем помещение, или если здесь есть лишнее, можно поставить галочку и удалить ненужное. Далее, после того, как мы забили сотрудников, тех педагогов, которые у нас будут стоять на группах, это мы сделали в управлении сотрудники, после того, как в расписании помещения указали все наши помещения, где дети находятся, мы заходим в обучение группы. И сюда добавляем все наши группы, которые в этом конкретном учебном году, в правом верхнем углу можно посмотреть, у нас указано, что текущий 2014-2015 учебный год. То есть мы с вами сюда группы кнопочкой «Добавить» добавляем.
Указываем обязательно помещение, в котором наша группа находится. Так, давайте заведем также тестовое помещение сперва. Так, помещение. Добавить. Так, вот мы с вами добавили тестовое помещение. Переходим в обучение группы и добавляем группу. Параметры все подбираем, указываем, какие вам нужны по группе. Количество, так, воспитателей. Добавить. Вот у нас появилась эта группа тестовая первого раннего возраста. Если у нас на группе стоит несколько воспитателей, то мы можем в колоночке «Воспитатель группы» кликнуть на текущем воспитателе, открыть карточку этой группы и где у нас воспитатели группы, нажать кнопочку «Редактировать» и кого-нибудь добавить. У нас 2 воспитателя. Сколько вам нужно, таким образом добавляете. Тут же можно некоторые параметры групп поменять. Все, после этих действий, то есть первое, вы задали сотрудников, ввели данные по педагогам, воспитателям. Второе, вы сделали помещение. В обучении завели группы. Это третье. Четвертым пунктом вы уже можете детей зачислять в ваши группы. Это делается в управлении движения воспитанников. Вот в этом вот пункте. То есть в этом пункте меню управления движения воспитанников мы все операции, приказы по детям делаем. То есть первое – это зачисление. Если у нас ребенок выбывает в процессе обучения, выбытие делаем. Если ребенок переходит в рамках одной параллели из группы в группу, переводим внутри между группами. Переводим на следующий год, более старшую группу. И делаем тут выпуск. Выбытие – это если ребенок уходит из садика не из старшей группы, а выпускники – это дети, которые идут в школу. 1 класс. Так, начнем с зачисления детей в детсад. Мы с вами группу создали, нажимаем кнопочку «Добавить» сразу, вводим номер 1 сентября. И нажимаем кнопочку «Добавить воспитанников в приказ». Здесь у нас появляется на выбор быстрый ввод воспитанников, импорт, список выпускников выбывших или распределенных из очереди. Если к нам ребенок идет из электронной очереди, мы, соответственно, ставим нижнюю точечку, выбираем список распределенных из очереди. Выбираем группу и нажимаем кнопку «Добавить». Если к нам ребенок в группу приходит из другого детского садика, мы выбираем точечку «Список выпускников и выбывших». Выбираем также группу, куда мы хотим ребенка зачислить. Нажимаем кнопку «Добавить». И в обоих этих случаях мы видим список. То есть если мы выбрали электронную очередь, мы видим всех детей, которые по электронной очереди к нам были направлены. Если мы выбрали выпускников и выбывших, мы видим всех детей, которые из другого садика к нам именно отправили. И галочками набираем детей в группу. Добавить воспитанников в приказ. Все. Вот у нас наша группа тестовая первого раннего возраста. Вот мы детей добавили. Можно этим же приказом
Еще раз нажав кнопку «Добавить воспитанников в приказ», детей в эту же группу или в другую группу добавить. То есть, таким образом вы одним приказом сможете всех детей зачислить. Если вам нужно разными приказами, то вы делаете еще один приказ. Зачисление, добавить, уже другой номер, указываете дату и разными приказами таким образом детей зачисляете. Так. Вот мы с вами сделали приказ от 1 сентября. Вот он. Тестовая первая раннего возраста. Нажав на номер, приказ можно отредактировать, то есть удалить кого-то из приказа или добавить, опять же, если вам нужно. Проконтролировать о том, что дети действительно находятся в этой группе тестовая первая раннего возраста, можно в отчетах. То есть в отчеты заходим, общие сведения о воспитанниках, выбираем группу. Вот у нас список детей, которые были зачислены. Так, дальше. Следующие приказы управления движения воспитанников. Это перевод из группы в группу. То есть между группами одной параллели можно детей переводить. Кнопочкой «Добавить», дату, номер приказа вводите. Скажем, январем. И из одной группы переводим в другую. Скажем, вот этого ребенка. А на него уже какой-то сделали приказ. Так, на них есть более поздние приказы, значит. Так, давайте тогда из нашей группы куда-нибудь переведем. Так, тут у нас 7 человек. Давайте из нее перейдем в первую раннего возраста, скажем, вот 2 человек. В январе. Все, 2 ребенка мы из тестовой первой ранней, то есть 7 человек мы сюда 1 сентября зачислили, и 2 человека 13 января перевели. Соответственно, у нас здесь уже не 7 человек, опять в отчете. Далее по приказам. Если ребенок уходит из детского сада в другой детский сад, также делаем тип документа выбытия детского сада, номер, дату, скажем, в феврале от нас уйдет. Из нашей группы тестовая первая ранее у нас уйдет Анастасия Павловна. Вот галочкой мы выбираем «Добавить воспитанников в приказ». Когда ребенок выбывает в другой детский сад, нужно обязательно, куда выбыл, указывать карандашиком вот этим. Мы другой детский сад, ну, скажем, вот этот вот выбираем. Сохранить. Если мы не укажем, что ребенок выбыл здесь, в этот детский сад, в этом детском саду его зачислить не смогут, потому что в списочке не увидят. Обратная ситуация с вашей стороны. Если к вам пришел ребенок, и вы не видите его в списке, значит, другой детский сад, откуда выбыл этот ребенок, не указал вот в этом документе на выбытие. Либо этого документа нету на выбытие вообще, либо в этом документе не указано, что ребенок выбыл
ваш детский сад. Соответственно, вы созваниваетесь с администратором того детского сада и просите его указать ваш детский сад в параметрах. После этого он у вас появится в списке на зачисление. И если ребенок переходит на следующий год, делаем, соответственно, перевод на следующий год. Из первой добавить. Ну, таким образом мы детей выбираем и переводим. Вот мы перевели Марченко Сергея из вот этого 14-15 учебного года в 15-16 следующий. Так, и, соответственно, если ребенок заканчивает у вас последний год, он у вас находится и уходит в первый класс, вы делаете приказ «Выпускники». Старшей группы. Давайте троих выпустим. Здесь у вас есть поле такое же, как выбытие, куда выбыл. То есть вам его указывать не обязательно, поскольку дети все равно подают заявление через электронную очередь. Вы, скорее всего, не знаете реально, в какую школу пойдет ребенок, поэтому вам вот эти параметры для выпускников, именно которые идут в первый класс, указывать не обязательно. Они не влияют ни на что. Рабочий момент важный по приказам. Когда вы делаете какой-то приказ, у вас здесь есть подтип документа, в котором есть такой пункт, как прикрепленное КО. Это дети, которые числятся за вашим образовательным учреждением, но к вам реально не ходят по какой-то причине. Обращайте внимание, чтобы вот это у вас не стояло. Если вы обычных детей, которые к вам будут ходить, и у вас будут целый день находиться, чтобы у вас подтип документа стоял все. Если, естественно, у вас речь не идет вот о таком ребенке, который будет просто числиться с детским садиком, но к вам он реально не ходит. То есть выбрали тип документа и сразу кнопку «Добавить». Не меняйте подтип документа. Так, по данным воспитанников и родителей. Администраторы могут эти данные просматривать и корректировать, если нужно. В том числе выдавать логин, пароль от входа в систему. И по воспитанникам тоже. Все, это значит у нас по заведению сотрудников и заведению групп, и детей группы. 1 апреля каждого года планирование учебный год и периоды. Вот здесь вот в правом верхнем углу у вас появляется либо кнопочкой, либо словами написано «Сформировать новый учебный год». Если вы его нажимаете, у вас появляется вот такая розовая кнопочка «В будущий учебный год», переключатель. То есть этот синенький год у нас, шапочка у нас экрана синяя, он у нас текущий, мы в нем работаем. И у нас появляется еще проектный будущий учебный год, в котором мы можем в обучении группы создавать группы, которые у вас будут в следующем году, а также удалять группы, которых у вас не будет в следующем году. Это у нас будущий учебный год. Обратите внимание, что шапочка экрана розовая, то есть он у нас не рабочий. С 1 апреля мы этот проектный розовый учебный год создаем. И до 1 сентября мы с вами сюда данные какие-то заносим, потихоньку организационную часть здесь делаем. То есть группы создаем и приказы делаем на зачисление самой младшей группы. Можете здесь делать.
В сентябре, когда у вас все дети переведены в текущем синеньком учебном году, а в этот приняты, у вас в розовом проектном учебном году вы нажимаете уже не «Сформировать Новый год», а «Открыть». И, соответственно, если у вас в прошлом году детей нету, никаких неучтенных, по всем есть приказы, то у вас этот розовый год становится синим, текущим, а предыдущий синий уходит в архив. В этой ситуации у нас, соответственно, система пишет, что нельзя открыть Новый год, поскольку у нас в прошлом учебном году не все воспитанники переведены или выпущены. И система показывает по каждой группе. То есть вот, допустим, тестовая первая раннего возраста. Если у вас такое сообщение появляется, вы идете в прошлый год, и детей из этой тестовой переводите на следующий год. Всех детей переводим. Из тестовой группы вот мы всех детей перевели. Соответственно, если мы в будущий год переключимся и попытаемся опять открыть Новый год, нам система скажет, что у нас еще дети остались, но тестовой группы здесь уже нету, то есть с ней все в порядке. И таким образом вы все эти группы просматриваете и определяете, каких детей перевести, каких выбыть. Когда все приказы сделаете, у вас год переведется. По пункту меню «Журнал», родительская плата и посещаемость. Значит, родительская плата. У нас в Республике Коми родительская плата в основном собирается через централизованную бухгалтерию, а не на расчетный счет детского сада. Поэтому эта часть не используется, поскольку бухгалтерию ведет централизованная бухгалтерия. По посещаемости. Тоже спорный момент, поскольку в этой системе кого-то найти бы нам. Сейчас посмотрим, по какой группе у нас есть расписание. Вот у нас первая раннего возраста, математика, 2 часа. Так, первая раннего возраста, математика. Вот есть у нас занятия. Угу. Журнал «Посещаемость», первая раннего возраста. Не пойму, почему здесь. Так, вот у нас. Здесь у нас посещаемость идет по предметам, а не так, как у нас в садиках на данный момент посещаемость отмечают. То есть пришел ребенок или не пришел в течение дня. Здесь посещаемость отмечается по каждому занятию. То есть если занятия ведутся с детьми, то на конкретном занятии отмечается, был ребенок или не был. Вот таким образом. Тоже спорный момент относительно использования в наших садиках. Можно завести предмет один посещаемости. Таким образом, всем детям по этому предмету ставить. Ну, то есть был ребенок на посещаемости, то есть сегодня вообще в принципе или не был.
Если вы хотите сделать аналогичную систему учета, то есть по занятиям, то есть чем дети конкретно у вас в каждой группе занимаются, это делается следующим образом, последовательно. То есть расписание, начинаем, время занятий. Здесь нам нужно, как в школе, определить длительность занятий, когда они начинаются и когда заканчиваются. Если у вас одинаковое время для всех детей длительность, то вы общее расписание вот таким образом, нажав на лупу, составляете. То есть первое занятие у вас 9:05, 9:35, второе занятие 9:40, ну, скажем, 10:00. Вот таким образом определяете, когда у вас занятия, в какое время идут. А потом мы из этого списка будем просто выбирать, когда у какой группы идет какое занятие. Нам просто время нужно, во сколько и когда. Если у вас у разных групп разное время и длительность занятий, вы можете добавить, ну, вот таким образом, наверное, с 1 по 4 группу у них одно будет расписание по дням, неделям, даже можно разное сделать. У 2, 3 кнопочкой «Добавить» тоже свое время начала, окончания. Таким образом, расписание для... Не расписание, прошу прощения, время занятий мы определяем. После этого мы идем в планирование, предметы. Здесь мы кнопочкой «Добавить» добавляем чем конкретно дети могут у нас с вами заниматься. Плюс преподаватели предмета указываем. Не кто конкретно ведет, а кто может потенциально вести. Вот мы с вами добавили рисование. Потенциально могут вести у нас 2 педагога. После этого мы идем в планирование, учебный план. И этот предмет какой-то из групп, вот наши группы, которые у нас с вами есть, здесь мы с вами добавляем, чем они занимаются. Вот мы можем рисование добавить первой младшей группе в количестве 1 час в неделю. Ну, занятие, вернее. Вот мы с вами первой младшей раннего возраста группе добавили 1 час в неделю. Можно 2 часа. Прямо здесь мышкой кликаете на количество часов. И таким образом задаете, сколько часов в неделю будет у них рисование. И последний пункт, предпоследний, вернее, мы идем обучение предметы. Сохраним. Далее идем обучение предметы и указываем, кто ведет. Вот здесь уже конкретно указываем, кто ведет у этой группы рисование. То есть планирование предмета мы с вами список задали, кто может вести, а здесь уже указываем конкретно, кто будет вести. И оценивается, не оценивается, если вам нужно, тоже указываете. Все, и последнее, мы с вами делаем расписание, составить расписание. Мы с вами выбираем нашу группу, предмет с 1 сентября и ставим у нас понедельник, первым уроком в кабинете тестовое. Будет рисование и нажимаем кнопку «Сохранить». Система нам предлагает сохранить только на выбранную неделю этот урок
Или можно сразу на какой-то интервал. То есть можете год выбрать, можете квартал. Давайте до 1 января сделаем. И периодичность можно через неделю поставить. Можно каждую неделю. А у нас 15-й. Давайте на год тогда. Вот мы с вами на год сохранили расписание. Если мы теперь зайдем в журнал посещаемость, у нас этот предмет первое раннее. Так, есть расписание в журнале. У нас там детей-то, по-моему, нет. Не пойму, почему у нас не появляется расписание. Давайте на другую группу попробуем. Так, тестовая. Ну да. Учебный план. Вот у нас тестовая. Поставим 2 часа. Рисование. Так, вот у нас появилось у этой группы расписание, которое мы можем... Соответственно, мы можем проставлять. Болел. Болел. И пропуски у нас, вот девочка Будко Екатерина, это 1 пропуск. Здесь 1 пропуск, всего 2 пропуска. То есть, ну, это по рисованию. Если мы добавим в учебный план еще предмет какой-то, тестовая первая ранняя возраст, вот математика есть, предмет. Так, математику тоже не оценивается. И расписание.
делаем. Математика. Вторым уроком поставим. Тоже на весь год. И в журнал посмотрим теперь. То есть, видите, здесь математика еще появилась. Как-то странно тестовая база работает. Ладно, ну, в общем, принцип такой. То есть здесь у нас посещаемость отмечается по предметам, а не в день ребенок пришел или нет. То есть если вы хотите, можете завести предмет 1 посещаемость и таким образом отмечать, был ребенок сегодня или нет. Дополнительные возможности, такие как отчеты, ресурсы, аттестация и в правом верхнем углу ряд значков. Значит, по отчетам. Ну, здесь, в принципе, понятно по названию, что можно узнать из отчета. Значит, хотел бы добавить по детям-инвалидам. Если в отчет у вас не попадают дети, какие-то они у вас есть, то у воспитанников в карточке информацию по ограничению здоровья и по группе инвалидности должна быть указана, и вот эти вот параметры у вас должны быть указаны, и тогда в отчете они у вас появятся. Так, статистическая отчетность. Ну, здесь, собственно, большинство данных из тех формируется, которые у вас забиты в системе. Некоторые вы можете отредактировать сами и поменять. Какие-то данные, видите, у вас уже автоматически сюда просто вставляются. Ресурсы. Каталог ссылок. Здесь вы можете для себя аккумулировать по разделам какие-то интересные для вас ссылки, какой-то информации по сайтам. То есть разные разделы сделать и по каждому разделу делать ссылочки. Личный портфолио. Здесь можно, если вы раздадите логины, пароли педагогам, они здесь могут собирать различную информацию о своей деятельности самостоятельно. Тоже в виде разделов, документов. Плюс предоставлять доступ к кому-то. Какой-то организации конкретным. Кому-то предоставлять доступ. По портфолио проектов. Здесь можно совместно делать проекты, то есть каждый в личном кабинете заходит и какой-то проект может здесь создавать. Внутри проекта мы можем с вами создать различные разделы, так же как и портфолио. Добавлять сюда файлики, документы. Плюс здесь мы можем назначить руководителей этого проекта и участников. Обычно это используется для организации совместной деятельности удаленной. То есть есть руководители проекта, есть участники. Ну, например, дети заходят и какую-то информацию здесь там по 9 мая или еще какую-то размещают. А руководители, соответственно, проверяют. Документы. Ресурсы, документы. Такой же раздел, как ресурсы, каталог ссылок.
Только здесь мы с вами собираем документы. Есть предустановленные, которые здесь уже заложены, общефедеральные. И есть внутренние, которые вы можете создавать сами разделы и документы сюда добавлять. Аттестация. Педагогический портфолио. Здесь раздел по структуре аналогично вашему аттестационному портфолио, где вы можете собирать и аккумулировать, подготавливать, скажем так, информацию. В принципе, они идентичны. То есть личный портфолио и аттестация, педагогический портфолио. То есть вы можете здесь подготавливать и хранить информацию для вашей аттестации. По 4 значкам в правом верхнем углу. Рупор. Это доска объявлений, которую вы видите при входе в систему. То есть все пользователи видят вот это вот объявление. Если у вас много сотрудников работает или несколько в этой системе, вы можете сюда размещать для какой-то категории пользователей, скажем, только для воспитателей. Собрание. Вот таким вот образом можно сюда файлы прикреплять, то есть какую-то информацию с документами можно таким образом размещать для всеобщего, по вашему усмотрению, либо для директоров, либо воспитателей, воспитанников, родителей, для кого хотите. Значок номер 2. Конверт. Аналог электронной почты обычной, но внутри этой системы. Здесь можно отправить сообщение. Кнопочкой «Создать». Можете выбрать, скажем, не текущая организация управления образования, администратору, руководителю или сотруднику. То есть внутри этой системы можете что-то отправлять вместе с файлами. Отправили. Администратор системы у нас отправил. То есть мы с вами отправленные. Вот мы отправили в департамент образования. Третий значок – это форум. Здесь при создании нельзя выбрать группу, категорию пользователей, кто будет видеть, кто нет. Так что это все дело прозрачное, поэтому видят все такие обсуждалки форума. Четвертый значок – это знак вопроса, справка. По каждому разделу работает индивидуально. То есть если мы с вами находимся в посещаемости, нажимаем справочку, у нас выходит справка именно по этому разделу. Если мы с вами находимся в движении воспитанников, и нам нужна справка по приказам, нажимаем. Вот у нас справочка по приказам. То есть в каждом месте системы справочка своя. По карточке, то есть то же самое. Да, в принципе, основная информация вся. Давайте к вашим вопросам перейдем. Если есть вопросы, пишите в чате. Если нету, то закончим вебинар. Запись вебинара будет завтра выложена в разделе «Видеозал».
у нас на сайте Криро. То есть открываете сайт Криро, там у нас есть раздел в меню «Видеозал» с пунктом «ГИСЭО». Там будет видеозапись. Да, детей можно отчислить в рамках учебного года. Так. Планирование, учебный год и периоды. Видно экран? Планирование, учебный год и периоды. Вот у нас установлен наш учебный период, год. То есть в этих пределах вы приказы, вот в текущий учебный год, 14-15, то есть приказы, которые мы делаем в этом учебном году, движение воспитанников, они у вас в выбытии, например. Мы, соответственно, видите, последняя дата автоматом ставится. То есть дальше, вот в сентябре я пытаюсь мышкой кликнуть, не получается. И, соответственно, первая дата будет сентябрь. Вот 1 сентября. Если я до сентября пытаюсь мышкой кликнуть, то не получается. То есть приказы мы с вами делаем в рамках планирования учебный год и периода вот этого периода. Когда вам отчислить детей, технически вам их нужно отчислить, чтобы закрыть старый учебный год и перейти в новый каким-то числом. Фактически у вас должен быть приказ бумажный, то есть на нем написана какая-то дата. То есть вы в системе зеркально, то есть вы не обязательно должны этим же числом зайти, 31 августа зайти именно в этот день, сделать приказ выбытие или выпускники и 31 августа забить. Вы можете хоть, я не знаю, в июне, в июле, в мае. Там каком. До 31. Пока у вас этот год не закрыт, то есть вы в рамках вот этого периода приказы можете делать в любую дату. Если даже у вас следующий учебный год по факту уже начался, то есть у вас вот сейчас не 14-15, например, а если у вас по факту идет сентябрь, например, 15-16 года, но он не закрыт у вас этот год, вы все равно можете переключиться в текущий и здесь какой-то приказ в рамках этого года сделать. Контакты для экстренной помощи или конкретного специалиста. У нас на сайте, как я вам говорил, колесиком прокручиваете до ГИСЭО. Вот контакты. Обращайтесь. Так, как уволить сотрудника? Ну, должен быть приказ в бумажной форме. И, соответственно, вы заходите в сотрудники, управление сотрудники, и открываете конкретную карточку. И, собственно, здесь у вас будет кнопочка «Уволить». В данном случае ее здесь нету, потому что у нас будущий год сформирован. После того, как вы вот этот будущий год сформировали, уволить можно только в будущем году. Вот она, кнопочка «Уволить». Если мы в текущий год зайдем, Баронов Серафима Александровна, давайте зайдем в текущий год. У нас здесь этой кнопки нету, она в розовый год в будущее уехала, не пугайтесь. То есть, таким образом заходите и увольняете. Это если у вас сотрудник работал и он числится на группах. Если вы только что забили какого-то сотрудника, ну или вчера, или позавчера,
ошибочно, или он передумал к вам идти, вы, в принципе, можете кнопочку «Удалить» нажать. То есть у нас есть кнопки две – «Удалить» и «Уволить». Если у нас сотрудник числится где-то в группах, ну, и прошло какое-то время, мы в прошлом году его, скажем, приняли, год закрыли, то мы удалить его просто не сможем. А если сотрудник работал нормально, то мы его увольняем. Так. Обязательно ли заполнять посещаемость дошкольных? Нет, я же говорю, во-первых, принцип у вас совершенно другой на данный момент. Если хотите, можете завести предмет посещаемость. То есть вы в планировании предмета заводите предмет посещаемость. Какой-то общий предмет. Уже есть такой, да? Вот он заведен уже у нас, посещаемость. И его в расписании, в учебном плане, во-первых, ставите этот предмет, посещаемость, и в расписании ставите, составляете конкретно у кого когда занятия, только вместо предмета на каждый день ставите посещаемость. И в посещаемости уже ставите, то есть был, не было у вас получится, то есть у вас не по предметам, но это не обязательно. То есть я не слышал, не видел приказов, что вы должны обязательно это делать. Нет, обязательно, но пока никто не требует. Приказ. Это распоряжение правительства. Номер. Значит, мы должны оказывать услугу. Есть дата, номер. Но я думаю, вам этот момент лучше вашего управления как бы уточнить на самом деле. Здесь. Так. Мне говорят, потому что вы обязаны это делать в обязательном порядке. Так. Не получается прикрепить файл с ответами на задание, так как он большой. Возможно, отправить на почту вам. Ну, конечно, да, на почту. Откуда вы задание получали, туда же отправляйте. Как можно посмотреть всех детей с ОВЗ? В отчетах. Демонстрацию экрана включи и на мышки. То я переключился на презентацию. А по ОВЗ это в отчетах у нас? Вот по детям-инвалидам есть. Но если информация в карточке забита, то, соответственно, эти дети сюда попадут. Давайте попробуем воспитанника какого-нибудь сделать. Так, ну вот, скажем, этого. Но здесь нужно нам решение комиссии будет. Еще. Так, решение комиссии.
Сделали. Где у нас этот отчет? Так, а у нас этот ребенок есть? Нет, вообще он у нас числится. Нет. Так, он у нас должен быть в группе Б подготовительная. Есть он у нас Б подготовительная? Нету. А нет, вот Б подготовительная. Вот он у нас есть. В боевой версии есть такой отчет на уровне управления образования. Информация о детях, имеющих рекомендации по МПК на обучение. Может быть, в нем. Тут отчет почему-то только по инвалидам есть, а по ОВЗ отдельно отчета не видно почему-то. Давай включусь. Так, ну по ОВЗ не знаю, отчета не видно такого, только по инвалидам в рабочей версии, может, у вас по ОВЗ отдельно отчет будет. Коллеги, добрый день. В боевой версии на уровне управления образования есть такой отчет. Информация о детях, имеющих рекомендации по МПК на обучение. Ну, здесь. Покажите, пожалуйста, как изменить фамилию ребенка при смене фамилии. Все просто открываете ребенка и меняете, дописываете. Нажимаете кнопочку «Сохранить». Так, это имя на экране. Так, сейчас имя на экране.
Соответственно, здесь можно тоже поменять. Значит, вот у нас Абрамян Даниил поменялось имя, и в отчете тоже так, Б подготовительное. Давайте в отчете посмотрим. Да, и в отчете тоже поменялось. Как делать, чтобы воспитанники отражались по группам? Открываешь группу, и выходит список детей именно этой группы. Но это можно в отчете только посмотреть. То есть вы берете отчет, общие сведения о воспитанниках, например, и группу выбираете конкретную, какую группу вам надо, и смотрите данные, кто у вас есть в этой группе со всеми данными. То есть такого, что в обучении вот группы вы нажимаете. Можно в воспитанниках тоже фильтр поставить. И сортировать по группам. Управление воспитанники. Там тоже можно конкретно одну группу. Все, закончилась у нас, походу, демоверсия. Ну, по отчету по ОВЗ я вам не скажу, потому что в демоверсии этого отчета у меня нету. В школе, насколько я помню, по этой комиссии есть что-то подобное, а в садик у меня, к сожалению, нету никакой доступа посмотреть. Так, как добавить сотруднику должность, если ее нет в списке? Нам присылаете, какую должность вы хотите. Мы добавим. Только по инвалидам, по ОВЗ нет ни в какой форме. Угу. Дети с ОВЗ, ну, в принципе, можно, это нужно разработчикам писать, чтобы нам такой отчет сделали. При увольнении педагога, как его открепить от предметов, которые он преподавал? Никак. Он у нас остается в истории, и не его удалить физически из списка сотрудника, ни из предметов у нас не получится. То есть у нас он так и будет там. Ну, у нас тоже какая-то ошибка в демоверсии. Надо, наверное, подождать минут 10, 15, 30. Бывает такое иногда. Там много людей работает, может перегрузка. Мгм. Ну ладно, если вопросов больше нет, то заканчиваем. Вам спасибо.
До свидания.